абхазы не испугались. Наши с вами слова, наша с вами реакция разойдется по всему миру. Власти Абхазии хотели сделать республику вотчиной российских олигархов. Мной подписано 2 указа. Но народ выступил против. Первых протестующих задержали, но дальше их стало так много, что уже и не арестуешь. И даже пришлось отпустить задержанных. Дальше люди вышли на митинг у здания парламента и предъявили ультиматум. Никакой сдачи национальных интересов крупному бизнесу. Спикер парламента, ваша ошибка. Депутаты парламента, не сталкивайте народ. Проведите сессию. Исполните свой долг. Из-за вас сегодня прольется здесь кровь. Эта кровь будет на вашей совести. Проведите сессию. Это требование законное. И потребовали от руководства уйти в отставку. Мы ему дали последний час. Все. Известно, что абхазский глава Бжания ночью сбежал из Сухуми. Протесты продолжаются. Пример абхазов – наука всему Кавказу. Можно арестовать десятки человек и давать им до 9 лет тюрьмы, как аэропортовским. Можно подбрасывать гранаты одиночкам, выступающим за правду, как дяде Рамазану. Можно запугивать пожилых отцов, матерей и жен. Но нельзя арестовать или запугать тысячи людей, которые вышли на общее дело и друг за друга. Любители погонять воздух пропагандой уже попытались назвать протестующих абхазов экстремистами, но когда выходят тысячи и тысячи, то они не могут все быть экстремистами. И протестующие прямо заявляют, что никакого экстремизма нет. Есть гордость и интересы народа, которые нужно уважать. И если власть их уважать не хочет, то ее можно заставить это делать.